Абхазия не намерена проводить переговоры с Грузией по вопросу статуса республики, заявил президент Республики Абхазия Бадра Гунба. Еще раз подтверждаю, что необходимо, конечно же, Грузии смириться с тем фактом, что Абхазия восстановила свою независимость, и в этом смысле у нас нет никаких планов проводить переговоры по вопросу статуса нашей республики. С этим надо смириться, сказал он на полях Кавказского инвестиционного форума. Президент подчеркнул, что Абхазия стремится к мирному сосуществованию со всеми соседними странами. Это очень тяжелый путь, но должно прийти осознание, и мы с намеченного пути сворачивать не собираемся, добавил президент. Напомним, что Кавказский инвестиционный форум проходил с 25 по 27 мая в Минеральных водах. Данный форум проводится на ежегодной основе в интересах устойчивого социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, заявлено на сайте форума. В этом году главная тема форума – инвестиционный путь, прошлое, настоящее, будущее. В деловой программе приняли участие руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний, средства массовой информации, молодежного и научного сообществ. В деловую программу было включено более 50 мероприятий, среди которых главное событие – пленарное заседание с участием зампредседателя правительства России Александра Новака. Отметим, что Александр Новак в своем выступлении говорил о том, что развитие юга России связано с развитием ближайших дружественных стран – Абхазии и Южной Осетии. Цитата. «Это наши дружественные страны, партнеры, и они наши соседи. Мы обсуждали в рамках заседаний межправительственных комиссий на полях форума с нашими друзьями, с нашими партнерами, в том числе и вопросы развития этих регионов, вопросы взаимного сотрудничества между нашими группами развития сельского хозяйства, взаимные поставки продукции. У нас единая энергетическая инфраструктура. Развитие наших регионов сопряжено также с развитием Абхазии и Южной Осетии». Конец цитаты. Новак отметил, что развитие регионов Северного Кавказа не замыкается только на собственной жизни. Это в любом случае как сотрудничество внутри страны между регионами, так и сотрудничество со своими соседями. Тем более, что мы с ними граничим. Это, конечно, туристы, которые приезжают в Сочи или в Абхазию и могут спокойно переходить границу. Могут прилетать как в Сочи, так теперь уже после того, как был реализован проект по строительству аэропорта в Сухуми, сейчас могут самолеты туда летать. Это направление будет развиваться, пояснил российский вице-премьер. К другим новостям. Зеленский напомнил, что Украина помогала Грузии в августе 2008 года. Глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях на грузинском языке поздравления с Днем независимости Грузии. «Поздравляю грузинский народ с Днем независимости и искренне желаю, чтобы Грузия была сильной и счастливой», написал он и также добавил: «Наше государство поддержало суверенитет и обороноспособность Грузии в сложный период российского вторжения в 2008 году», пишет Зеленский, как бы напоминая старому другу о долге. «И мы всегда будем рядом с народами, всеми народами Европы в их общем стремлении к свободной и достойной жизни, которая немыслима без Украины и Грузии», уверенно заявляет киевский глава. Между тем, в СМИ появилась информация о том, что Россия может подписать с американским лидером Дональдом Трампом документ, обязывающий США полностью прекратить любую поддержку Украины, заявил Национальной службе новостей зампред Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. «Мы можем поставить вопрос о том, чтобы США прекратили подпитку Украины финансово и оружием. Тут могут быть неожиданные развороты темы. Дело в том, что наши переговорщики готовы вести переговоры гуманитарного характера с кем угодно, но подписывать документы с теми, у кого нет легитимности, не стоит. Зеленский не может рассматриваться как субъект для итоговой договоренности», отметил Бакланов. Он подчеркнул, что отношения с Европой нужно поставить на паузу даже в случае начала потепления. Что касается европейцев, они сделали все, чтобы испортить отношения с нами. Поэтому я побуждаю наше руководство сделать определенную паузу в отношениях с Европой, даже если они сейчас начнут восстанавливаться. Все-таки они должны извиниться. Речь идет об оскорблении памяти людей во Второй мировой войне. Снос памятников – это уже не политика. Поэтому мы должны ответить пренебрежением
уважением к европейской точке зрения. С такими партнерами было бы странно поддерживать отношения и вести переговоры. То же самое можно сказать о Зеленском. Его поведение просто неадекватное, добавил он. Со своей стороны, исполняющий обязанности ректора дипломатической академии МИД России Сергей Шитьков добавил, что позитивный настрой Трампа говорит о его большом желании повлиять на разговор, а европейцы превратили свою политику в детский сад. Этот разговор двух ярчайших лидеров современности. Заявление Трампа о том, что он прогнозирует исход этих переговоров, говорит только о его большом желании повлиять на этот разговор. Но тема и результаты разговора будут зависеть только от того, как будет представлена позиция обеих сторон. Позитивный настрой Трампа – это отличительная черта его политики. В переговорах с ним необходимо учитывать эту такую его характера особенность как лидера. Зеленскому давно нужно было принимать решение, а сейчас ему нечего уже делать. Он может только прислушаться к тому, что за него решат. Что касается Европы, она заняла странную позицию «политический детский сад», заключил Шитьков. Владимир Зеленский и его помощники хотят убедиться, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп не поставят перед Украиной свершившийся факт, который она не сможет принять, пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназванного американского дипломата. Трамп же заявил, что после разговора с Путиным он поговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.